Мы сегодня ингуши, проживающие в Москве, Московской области, обсуждали тревожную ситуацию в одной нашей республике Ингушетии. Нам очень тяжело слышать события, которые происходят там в последние месяцы, митинги, отсутствие согласия в обществе, группировки и то, что власть отдаляется от общества, общество от власти. Ничего хорошего это не приносит и не принесет ингушскому народу. Мы поэтому с большой тревогой отслеживаем эту ситуацию. По мнению старших по возрасту людей, проживающих в Москве, мы считаем, что в этих условиях, в этой ситуации должна быть проявлена максимальная терпимость, взаимное уважение, но, тем не менее, при высокой требовательности друг к другу. Значит, в республике должен быть порядок, в республике нетерпима анархия, в республике необходимо сохранить сложившееся законодательство, принятое в свое время, и сейчас нагнетать обстановку, пытаясь поменять законодательство в нужном или ненужном направлении, это, с нашей точки зрения, не соответствует и ситуации, и интересам ингушского народа. Мы призываем и власти республики, и общественное движение взвесить ситуацию, которая сложилась, говорит о причинах, почему происходит, и найти путь к согласию. Надо помнить, что за руководителями республики, за теми общественными движениями стоит народ, ингушский народ, который своей историей претерпел, и без этого достаточно много. Мы призываем тот, который митинг готовится, чтобы там был соблюден порядок, чтобы он проходил в рамках российского законодательства, законодательства Ингушской республики, при полном уважении к человеку, кто бы он ни был на митинге, и участников митинга призываем, чтобы они соблюдали то, что требует наше законодательство от участников митинга. Но в любом случае мы надеемся, что возможны переговоры между властью и общественными движениями, и выработка программы, выработка решений, чтобы консолидировать общество. И все негативные явления, связанные с расколом Ингушетии, пытаться постепенно преодолеть. Ингушетия и интересы нации превыше всего. Мы надеемся, что это будут понимать участники митинга. Собственно, я полностью солидарен все, что сказал Султан Магомедович. Мы сегодня очень беспокойно, с тревогой рассматривали ту ситуацию, которая сложилась в республике. Мы чувствуем, что республика снова вступает в очень затяжной, очень серьезный политический кризис. В этой ситуации считаем единственно возможным вариантом разрешения этого кризиса, стабилизации обстановки, переговоры, и призываем как руководство республики, парламента, так и общественно-политические движения незамедлительно приступить к обсуждению сложившейся ситуации, найти взаимоприемлемые решения тех вопросов, которые сегодня стали причиной столь резкой реакции общественности республики. Самым неприемлемым, на мой взгляд, будет, если кто-то попытается рассматривать эту ситуацию как прихоть какой-то кучки, маленькой группы людей,
мы располагаем довольно серьезными данными о том, что кризис, откровенно говоря, охватил всю общественность республики, все население республики. Не считаться с мнением и с требованием населения республики, я считаю, это опрометчиво. Что же касается митингов, я, конечно, был против этого митинга, но я вижу ситуацию, коль скоро правительство разрешило проведение митинга, это конституционное право граждан и Ингушской республики. И, откровенно говоря, есть вопросы, которые должны найти свое справедливое, законное разрешение. Поэтому я призываю участников митинга, если он все-таки состоится, соблюдать строжайше действующее законодательство, ни при каких обстоятельствах не допускать всевозможных провокаций, нарушений прав людей. И еще раз призываю лично и главу республики, и депутатов сделать все возможное для того, чтобы этот кризис был разрешен. Мы устали за годы существования республики от этих волнообразных кризисов, которые падают на нашу республику. Поэтому надеемся на мудрость людей и руководителей республики, и депутатов, и лидеров общественно-политических движений. Вот и все, что бы мы хотели, чтобы наш голос был услышан. И мы очень надеемся на то, что все это будет в рамках действующего законодательства разрешены эти вопросы. Я считаю, что если власть мониторит ситуацию в республике, она тревожна для власти, потому что подавляющее большинство населения республики взволновано теми действиями, которые произошли за последние полгода. Поэтому власти надо найти точки соприкосновения с населением республики, найти такую возможность оставить те неправильные воспринимаемые факты их в сторону и начать диалог с представителями, которые там возглавляют вот это движение. Сегодня власти надо задать вопрос себе, есть ли в этих требованиях этих людей, которые хотят выйти на площадь, и те, которые стояли несколько месяцев назад, есть ли в их требованиях что-то незаконное, которое противоречит законодательствам Российской Федерации, выходит за рамки законов и норм, которые существуют для граждан Российской Федерации. Исходя из этого, потому что власть должна служить народу, она должна слышать народ. И если это будет, тогда будет, я думаю, взаимопонимание, и эта ситуация разрядится. Сегодня собрались за круглым столом. Здесь в Москве жители Московской области Ингуши обеспокоены той ситуацией, которая находится сегодня в Ингушетии. На наш взгляд, власть все-таки не научилась вести диалог с ингушским обществом, с протестным движением. Хотя такие пожелания имели место быть от федерального центра. Тот, на мой взгляд, провокационный закон, который был внесен в плане инициативы законодательного собрания республики, и смехотворные объяснения руководства законодательного органа по поводу допущенной ошибки, как раз говорит о том, что власть не научилась, никакой урок не последовал, никакой позитив по этим поводам. В связи с чем, конечно же, и руководители общественных движений, и общество в целом разочаровалось в действиях, и как инструмент последний, доступный законный инструмент, как митинг,
решили провести. В обсуждении сегодня все здесь стоящие, и не только, поддерживают эту инициативу руководителей митинга. По мере сил возможностей примем участие, и с учетом пожеланий наших старших товарищей, надеемся, что все пройдет в законодательном поле спокойно, сохраняя и бдительность, и разум, и требования, конечно же, надеемся, будут реальны. Надеемся.